Абсолютно все. Ага. Так, внимание, внимание. Заходим в режимы и ставим режим без звука. Ставим. Спасибо за понимание. Сейчас прошу вас представить, что на часах 7 утра. И это время подъема. Здрасте, меня зовут Савва, мне 9 лет. Мои родители умерли в автокатастрофе, так я попал сюда. Когда я вырасту, я буду артистом. В общем, его зовут Дима, и ему 8 лет. Хватит уже! Когда он вырастет, он хочет научиться правильно говорить. Всем привет! Меня зовут Анжелика, но подружки называют меня Энджи. Мне 9 лет. Моя мама ехала в Париж на гастроли, и она оттуда привезет мне парижские духи, магнитики и круассаны. Когда я вырасту, я стану супермоделью. Меня зовут Мария, мне 8. Я верю в Бога, Иисуса нашего Христа. Когда я вырасту, я стану
Здравствуйте, меня зовут Алешенька, Алеша, Алексей, Алекс и Алехандро. Мне нормально. Мне 6 лет. Когда я стану большим, я стану кинологом, потому что я люблю смотреть кино. Меня зовут Саня. Мне 13 лет. Мой папа алкаш, а мама лежит в тюрьме. А я здесь. Когда я вырасту, я стану депутатом. Меня зовут Юля. Мне 9 лет. Моя мама разбилась с 13-го этажа. Подругу сбил 13-й автобус с номером 666. А другая моя подруга повесилась в пятницу 13-го. Когда я вырасту, я хочу стать всемирным владыкой всего человечества. Всем привет! Меня зовут Лиза. Мне 8. Мои родители улетели на другую планету. Но я обязательно к ним вернусь. Когда я вырасту, я хочу стать молекулой. Здравствуйте, меня зовут Никита, и мне 9. Мои родители задолжали деньги плохим дядям и бежали из города. Они привезли меня сюда и сказали, что скоро вернутся. Когда я вырасту, я обязательно стану детективом и найду их. Меня зовут Вика. Мне 9 лет. Папу я никогда не знала, а мама умерла из болезни. Но у меня есть бабушка. Она меня заберет. А когда я вырасту, я хочу стать учителем. А может, мы поиграем? Давайте поиграем в догонялку. Тогда прятки. Тогда мы поиграем в паровозика. Паровозик, строй, Готовы? Да! Поехали! Ты слышишь? Ты слышишь? Кажется, распитка идет. Она вредная. Она злая. Она противная. Она грешница. Она плохая. Она играть не разрешает. Она строгая. У нее колготки плаваные. Еще точно. Она жирная. Раз голова, два голова, три голова, четыре голова, пять голова, шесть голова, семь голова, восемь голова, девять голова, 10 голова, 11 голова. Все на месте.
сожалению. Вы мерзкие, противные, гнусные, ужасные, тупые, бесполезные, беспомощные, отвратительные, раздражающие меня, вкуситель мяса. А все почему? Почему? Знаете почему? Потому что вы дети алкоголиков, проституток, алкашей, бомжей, бичей, низших сортов общества. Дети безответственных недородителей. Встали! Направо! Направо! Алеша, направо! Марш в столовую! А что вы там встали? Сейчас догоню. Считаю до 3. 1, 2, 3.
жена? Откуда информация? Сейчас, наверное. Да неужели? Она Смитка сказала перенести кровать Энджи. Пацаны, пойдем перед нашим номером. Тихо, тихо, успокойся. Мы вернем твою кровать. Сначала придет новенькая, а потом мы вернем твою кровать. Пойдем. Тома, это ты брала мою помаду без разрешения? Да. А что? Чего? Все, пойдем. Садись. Справка есть? Есть. Ну, так давай. Итак, распорядок дня, дорогая. В 7 утра у нас подъем. В 8 утра у нас завтрак. В 9 утра у нас прогулка. В час у нас обед. А в 21:00 у нас отбой. Отбой – это значит, что вы лежите с закрытыми глазами и максимально тихо дышите, чтобы я вас не услышала. Савелий проведется вас в свою комнату. Савелий! Савелий! Боже, хороший мой! Шевелись. Проводи, пожалуйста, нашу новенькую в ее апартаменты. Куда? В комнату, Савелий. Привет. Пойдем. Я в комнату провожу. Не туда. Туда.
Федонка плачет. Уронила свои сумки. Тихо, Викочка. Не плачь. Не ускачут сумки скачут. Тебе понравилось? Ну, пойдем в комнату. На, держи, не теряй, упрут. Пойдем. Слушай, Вика, прикольная ты. Пойдем. Там комната вообще классно. У вас вообще классно. Как вы думаете, что может чувствовать маленькая девочка, которая никогда не знала своего отца, которая лишилась единственного, родного и любимого ей человека, своей матери? Наш режиссер сказал нам, что я должна была чувствовать себя очень грустной, одинокой и забитой. Ну и вот пришла идея о том, что я должна была сесть в угол и начать рыдать. Это выглядело примерно вот так. Привет! А как тебя зовут? Я могу тебе чем-нибудь помочь? А это твоя игрушка? Как?
15-летний мальчик может успокоить эту 9-летнюю девочку, которая недавно потеряла мать, оказалась в новой для себя обстановке, где столько незнакомых лиц. Отвратительное меню и, самое главное, очень строгая воспитка. Я не строгая, я не злая. Просто недовольная жизнью женщина, которая вместо своей мечты поступила в педагогический институт из-за желания ее родителей. Чего стоишь? Сядь. А ты чего идешь? Дорогая моя, это не курорт. К сожалению, это детский дом. Хорошего, хватит уже эту нюни, сопли, вот это вот все вообще не надо. Нужно быть сильной. Здесь все строго. И сопли твои тебе здесь не помогут. Успокоилась? Вот. Другое дело. Чего сидишь? Вы же сами сказали сесть. Мало ли что сказала. Когда я сказала «баба с воздух кобыле легче», я не то имела. Ты мужик или нет? Почему ты не можешь ее успокоить? Иди успокой. Мужчина. Ой. Вставай, а то сейчас воспитка придет, ругаться будет. Меня зовут Вика. И это моя игрушка. Я помогу. Я сама.
Что опять? Ужас! Моя кровать? Да! Нет! Нет! Ой, нет! Печенье! Моих печенек нет! Печенье? Да! Я специально для нас вчера взяла на кухне эти вкусные, ароматные, мягкие, со вкусом шоколада печеньки. И хотела положить их в рот. Но их нет. Как их нет? Они там были. Их украли? Да, их украли. Надо найти преступника. Пойдем найдем. Всем собраться в зале! Быстро! Спать хочу! Я писать хочу! Я тоже, только я какать хочу. Иди! А я вот. Садись. Сегодня ночью у моей лучшей подружки Энджи украли наши печеньки. Сегодня мы должны узнать, кто это сделал, найти преступника и обвинить обвиняемого. А я знаю, что сделать можно. Нужно применить дедукцию и экстрасенсорику. Дедукция. Идет дедукция. Дедукция. Дедукция, дедукция, дедукция. Дедукция идет. Так. Идет. У меня идет экстрасенсорика. Я чувствую, это сделал Санька! Да! Санька! Печеньки Я адвоката. Я пострадавшая. Я прокуратор. Слова из него не выкинешь. Я буду свидетелем. Я буду свидетелем, я буду судить. А вы будете стоять или не будете стоять? А мы стоятели. Шутка. Мы свидетели. Я суд.
писать, суд сидит. Хватит уже! У меня ноги болят! Я буду секретарем суда. Сегодня обвиняется Санька. Он украл печеньки у моей лучшей подружки Энджи. В зал слово дается пострадавшей. Сегодня утром Санька украл мои печеньки! Санька, что ты виновен? Протестую! Протест нельзя! Слово дается прокуратору. Саня виновен. Санька, ты виновен. Протестую! Протест нельзя! Сегодня нельзя! Слово дается первому свидетелю. Это не вы. Слово дается первому свидетелю Савелию. Итак, Савелий, клянешься ли ты сердцем Мишки, глазами Мишки, что будешь говорить правду, и только правду, и только правду? Клянусь сердцем Мишки говорить правду и неправду. Аминь. Савелий, что ты видел? Я был в лесу. Там были деревья. Я шел по тропинке. Увидел дом. Он был за забором. Там было темно. Ну, хватит уже! Не буду больше ничего рассказывать. Савелий, а ну-ка вернись и расскажи, что было дальше. Все, я проснулся. Ты нам не помог, Савелий. Санька, ты виновен. Против
Нужно эти стульчики оставить в ряд. А вот здесь вот. Прям вот так. Спасибо. Спасибо. И все равно, что делать самой. А можно потише? Ну и где она? Она же сказала, через пару минут буду. Неужели так долго идти с первого этажа на третий? Что не успеем? Здравствуйте. Здравствуйте. Я Ираида Григорьевна. Меня зовут Светлана, а это мой муж. Слава. Вы определились, кого будете усыновлять, удочерять? Да, мы хотим усыновить. Удочерить. Усыновить? Может, я выйду, вы разберетесь? Нет, что вы. Вот вы не поверите. Мы только что на ментальном уровне договорились, что мы хотим усыновить. То ли там. Я хотела сказать Савелья. Ну, я так подумала сразу. Просто он постоянно в туалете тусуется, знаете, веселый мальчик. Вам прям идеально подойдет. Я прям чую своим нутром. Ну, я, правда, по гороскопу посмотрю. Ну, ладно, неважно. Савелья. Так будьте же так добры. Сходить в туалет и привести нам нашего Савелия. Сейчас, конечно, конечно. Простите, у вас же справки о расходах не хватает. Савелию это не понравится. Когда вы мне ее предоставите? Спасибо тебе, любимый, милый, дорогой, за это чудесное кольцо, которое ты мне подарил. Оно идеально сочетается с моей новой сумкой. Так вы возьмете? Конечно. Хороший вкус. Я про кольцо. Ну и что мы молчим? Я не хотел перебивать тебя, ведь из твоих уст лился такой прекрасный поток слов, словно горный ручей. А кто это нас, интересно, так вдохновил? Конечно же ты, дорогая. Поздоровайся. Ну, здравствуй, сынок. Садись. Ну что же ты стоишь, Савушка? Присаживайся.
Книжки читаю. Книжки читаешь. Тогда, наверное, ты стишки знаешь? А давай ты расскажешь своей маме и папе стишок. Ну, мама. Ну что же, не говори ты так. Ты нас полюбишь, и мы тебя полюбим. Расскажи мне, а? Стишок. А мы послушаем внимательно тебя. Слова. Слушай. Нас заставляют гореть, бросая файлы слов, сломанные на треть устройства наших голов. Хороший стишок. Не надо гореть никуда нигде. Сав, а ты любишь сладкое? Да. Да. Ну давай тогда ты скажешь этой... Ира Деревоевна. Ей, да, противной. Давай ты ей скажешь, что мы с твоим будущим папой очень хорошие, и что мы тебя будем любить, а мы за это купим тебе... Ты любишь игрушки? Играть вот будешь. Да, мы купим тебе много игрушек, много сладостей. А еще у нас дача есть. Большая дача, ты там будешь бегать, играть в игрушки со своими братиками и сестренкой. Вот у нас 3. Да, у тебя будет братик и 2 сестренки. Чудесно, чудесно, да. Мы купим тебе большой театр еще, будет театр у тебя. Ты иди сходи, вот скажи Ирите вот этой даме. Григорьевне. Да, ей, что мы хорошие. Да. Хорошо. Мне кажется, этот совет все нам испортит. Я говорила, надо поехать в детдом поприличней. Куда ты 4-го тянешь? Нам бы своих 3 поднять. Мы не сможем поднять своих 3 без 4-го. Я все сказала. Что? Савелий, ты уже вернулся? Хорошо. Замечательно. Оно и лучше. Так, мне этот дурдом надоел. Поехали. Ключи. Я вам хотел сказать, с вами не пойду. Прошел этот день. Щедрот мне приедет, стонала от боли земля, от детских невинных обид. Горькие слезы потерь сливались в одну водопад. А маленький мальчик на белом коне искал по земле, искал маму. Я всех поймаю! Нет, нет, не хочу, нет. Все нельзя, все не можно. Это не трогай, это не ешь, это нельзя. Нет, Тамара, нет, Томка, нет, везде нет, не хочу, нет. А почему вы, люди, не говорите всем «да»? Ну, сказала «да», потом кушай, что хочешь, делай, что хочешь. Круто, хочу, чтобы все говорили «да». Я же, в конце концов, ребенок. Я хочу все знать, я хочу все познать.
думаешь, твоя мама так? Да, там. Значит, твоя мама была хорошей. А вот моя мама бросила меня в мусорный бак. Или это мусорный бак родил меня? Или я дочь мусорного бака? Давай ты будешь моей мамой. Хочу, чтобы ты была моей мамой. Хочу, чтобы ты меня любила. Хочу, чтобы ты мне принесла вкусности. Мама, я люблю тебя. Потом, мама, я хочу, чтобы ты меня повела в детский сад. Ура! Я с мамой иду в детский сад. Ура! А потом, мама, ты повезешь меня в школу. Мама, пошли в школу. Ура! Первый класс, школа. Люблю, обожаю школу, мама. А потом, мама, ты отвезешь меня в университет. И я на всем назло буду учиться. Мама, я закончу университет и стану директором, мама. Когда я стану директором, я уберу все мусорные баки. Мама, пожалуйста, давай уберем все мусорные баки, чтобы мусорные баки больше не рожали детей. Мама, я хочу, чтобы были мусорные баки. Мама, не закрывай крышку бака, мама. Мама, пожалуйста, не надо. Мама, здесь темно. Я не хочу сюда, мама. Не закрывай Ты же обещала мне говорить «да»? Да. Ты же будешь говорить мне «да»? Да. Значит, я сегодня пойду? Да. Я найду свою маму? Да. Тогда я пойду сегодня искать свою маму. Да. Пойдем? Да. Пойдем. Да. Ой, Ираида, терпи. Пять лет. 5 сраных лет в этих стенах. 5 сран, да как я вообще выдержала? И всего 3. Три месяца мне осталось до свободы. 3, всего 3. Господи, дай мне сил прожить эти 3 месяца. Я тебе зуб даю, вот тебе крест. Я плачу этот кредит. Если рай и ад существуют, то рай там, он там, дети здесь, рай там. А ад знаете где? Ад по улице Курашова, квартира дробь 3, он здесь. А дьявол, знаете, как зовут? Знаете? Нет, не Люцифер, Люцифер щенок по сравнению с ним. Знаете, как это зовут? Не знаете, да? Его имя. Игорь Багратионович. И число у него не 666, потому что у него хреново с математикой, особенно когда он выдает зарплату. И вместо 666 выдает ши. И ни Саша, ни
маленькие засранцы не додумаются до такого. Жаль, что мои художества может оценить только уборщик. Всего 3 месяца. 3 месяца. И Чехия, я уеду в Чехию и поступлю в Институт изящных искусств. Стану дизайнером. Всего 3 месяца. Чехия, Господи, обожаю Чехию. Чехов, чашки, чешское пиво, Чехия. Люблю все, что связано с Чехией. Чехия. И я лечу к себе на чешском самолете. В чешках, к чехам. Да я-то еще и поэт. Ну никак не воспитатель. Ну какой я воспитатель? Это мои родители в 2002 году решили, что я идеальный воспитатель. Господи, я идеальный воспитатель. Серьезно? Да я срала все детство в 11 классе, чтобы они поменяли решение. Что? Ну нет. Видимо, именно так, по их мнению, выглядит идеальный воспитатель. Может быть, у меня говно как воспитателя, но душой, нутром. Я там, Господи, я там, в Чехии. Я дизайнер, я творец, не детей, нет, дети там. Дети там. Я творец, я художник. Круто сказала. Ты Чехия знаешь? Хорошо. Где? Свободен? У меня есть для вас информация. Садись. Полная власть. Рассказывай. А вы знаете, что Тома хочет убежать? В смысле? Тома хочет убежать. Куда? В смысле, куда? Тома. Убежать. Так, подожди, стоп. Свободен? Спасибо за информацию. А можно я не буду сегодня мыть полы? Свободен, я сказала. А, нет, стой. Тома и помой. Свободен. Убежать.
А ты, Тома, здесь живешь 8-й год. Я тебя знаю 4-й, слава Богу. Скажи-ка мне, Тома, есть ли у тебя планы на будущее? Да. Ну, например, кем ты хочешь стать, когда вырастешь? Директором. Директором? А теперь слушай меня сюда, Тома. Я прекрасно знаю, какие у тебя планы сегодня на вечер. И я тебе обещаю, Тома, если ты сбежишь, я тебя найду. Я тебя убью и засуну тебя обратно в твой мусорный бак. Не шути со мной, Тома. Я говорю серьезно. Убежишь, я найду тебя. Я засуну тебя обратно в мусорный бак, тебя нашли. Ты меня ясно не слышала? Урок усвоен.
Да. Что случилось? Его спит. Спит. Сейчас вернусь. Ты куда? Вас спить. Ты что, с ума сошла? Тише, сиди. Что сидишь? Ребята, а вы не видели Тому? Тома? Значит, я ее весь день ищу, а она тут с этими немытыми, грязными развлекается. Это она? Звоню, стой! А что тут происходит? Ее били, душили, ударяли. А кто это сделал? Воспитка. Тварь. Божья. А за что она тебя так? За что? Тебе действительно интересно, за что? Может, и тебе интересно, и тебе интересно, да? И вам всем, наверное, тут интересно сидят. Синяк тут поставили. Так синяк вообще тут ни при чем. Он пройдет через неделю. Дело в том, что я не могу ничего поделать с этой воспиткой. Тебя съедает огонь ненависти, избавься от него. Нет, пусть лучше он сожрет ее. А давайте зажжем звезды лучше. Огонь — это феникс, а феникс — это возрождение. Чувствовали когда? Она что ненормальная права. Нужно сжечь ее книги. Нет, мы сожжем ее картины.
1983 года мечтала стать художником. Меня зовут Александр. Мне 33 года. В детстве я мечтал стать директором. Меня зовут Юлия, 29 лет. В детстве хотела стать всемирным владыкой всего человечества, стала психологом. Меня зовут Алексей, 26 лет. В детстве мечтал стать кинологом. Стал электромонтером. Меня зовут Анжелика, мне 29 лет. В детстве хотела стать супермоделью, а стала матерью 5 детей. Меня зовут Савелий, мне 29 лет. В детстве я хотел стать артистом. Сейчас я писатель. Меня зовут Мария, мне 28 лет. В детстве хотела стать святой, а стала администратором рок-бара. Меня зовут Елизавета, мне 28 лет. В детстве я хотела стать молекулой, сейчас я врач. Меня зовут Дмитрий. Я в детстве хотел нормально говорить. Сейчас работаю. Виктория, 29 лет. В детстве мечтала стать учителем, стала